Достали господа, выбирай товарищей. Я родом из Северного района, знаю все проблемы Севера. Я сама многодетная мама, знаю все проблемы многодетных мамочек в нашем городе. В какое-то время я была в статусе малоимущей семьи, поэтому я знаю, какие трудности испытывают малоимущие семьи. Да? Я представитель коренных малочисленных народов Севера, и я знаю, что нам нужно и что мы должны продвигать. Ну, я женщина. Поэтому я знаю проблемы всех учащихся. Кстати, я педагог по образованию. Даже внутри одной республики Саха-Якутия есть очень различные проблемы. Например, в городе Якутске проживающий человек скажет, что у нас невкусные овощи, невкусные фрукты, да? А в Анабаре даже этого нет. Элементарно нет овощей. Даже если картошку привозят, например, осенью, да? Записывается педагог, я куплю 2 куля картошки. Приезжает картошка на самолете, но на самолете не пешком же пришла картошка, да? Но половина куля там несъедобная. Основная проблема – низкая заработная плата, маленькие пенсии и очень высокие цены на продукты питания, на услуги ЖКХ, которые никогда не забывают поднимать свои цены 1 июля, 1 января почему-то. А зарплату никто никогда не вспоминает. Говорят, что педагогам повысили зарплату, говорят, что медикам повысили зарплату, но это не ощущается. И вторая проблема именно вот по Якутии. У нас есть 2 авиакомпании внутри республики, да, но летают по районам, по поселкам только авиакомпания «Полярные авиалинии», и это очень дорогие цены на авиабилеты. Помимо этого у нас алмазодобывающие, золотодобывающие компании не проводят рекультивацию, хотя в отчетности это все проводится. Но я своими собственными глазами видела, как в Момском районе вся природа, вся тайга, таежная вот эта вот территория, она как бы, техника вся выброшена, рекультивации нет, будущего у этого нет уже. Ну, в народе говорят, рыба гниет с головы, правильно? Если руководство плохое, то и наши подчиненные все будут подстать этому. Поэтому единственное решение – поменять руководство. Руководство республики, руководство города, возможно, крупных городов и районов, населегов тоже. Если у нас будет сверху идти единая программа и единые требования, конечно, решение проблемы придет со временем, и оно уже не сойдет с пути, не уйдет никуда в сторону, и бюджетные деньги будут осваиваться по назначению. Я баллотируюсь от имени КПРФ, потому что я член партии, я сама коммунист. Я считаю, что партия КПРФ – это единственная партия в нашей стране, которая рядом с народом. Наши коммунисты – это простые люди. Это мы с вами, это все вот люди, которые ездят на автобусе. И сейчас, в данное время, баллотируются в кандидаты, депутаты, только люди из народа. Это люди, которые знают проблемы изнутри, которые прошагали все эти пути самостоятельно, собственными шагами. И эти люди, которые способны решить существующие проблемы нашего народа. Достали господа, выбирай товарищей. Голосуем 10 сентября только за КПРФ.